Перед тем, как начать рассмотрение вопросов повестки дня, премьер-министр Валерий Бгамба обратился к министру экономики, чтобы он доложил о результатах переговоров с российской стороной по поводу перетока электроэнергии. Как сообщил Атгур Ардзинба, сроки реализации договоренности были затянуты в связи с внутриполитическими событиями в нашей стране, а также расстановок в правительстве России. Но уже в ближайшие дни вопрос будет решен. На данный момент сегодня с утра были контакты с профильными департаментами Министерства энергетики Российской Федерации. Вот прямо в эту минуту сейчас в правительстве Российской Федерации обсуждается вопрос. Докладные материалы, все необходимые изыскания уже проведены по исследованиям, которые были здесь на плотине российскими специалистами проведены. Все эти материалы сейчас находятся в правительстве, и рассчитываем на то, что буквально сегодня будет дано окончательное поручение, и в ближайшие дни мы уже получим необходимое для нас количество электроэнергии для того, чтобы покрыть дефицит на этот период времени. Министр здравоохранения и социального обеспечения Томас Сахнаки также доложил обстановку в связи с распространением сезонных вирусных заболеваний. В лечебные учреждения города Сухум обратились уже более 180 человек с симптомами ОРВИ. Из них госпитализированы 13. Что касается коронавирусной инфекции, то на сегодняшний день в Абхазии нет лабораторно подтвержденных случаев заболевания ею. На сегодняшний день есть пробные версии тест-систем для диагностики коронавируса, которые направлены в наиболее подверженные большему риску регионы России, это прежде всего на Дальнем Востоке. Ну а также даны соответствующие рекомендации по лечению этого заболевания, так же как и гриппа, что более вероятно у нас на сегодняшний день, ближе к середине, к концу февраля, март месяц. Решением правительства остатки средств республиканского бюджета на 1 января 2020 года направлены на покрытие дефицита республиканского бюджета и временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета в текущем году, за исключением целевых остатков средств. Если говорить о общей сумме переходящих остатков, это чуть более 1 миллиарда рублей. Такой большой остаток у нас связан с деньгами, которые мы получили практически в последние дни отчетного финансового года по инвестиционной программе. Это порядка 700 миллионов рублей. Ну и остальные деньги, которые не были использованы в 2019 году в связи с отсутствием подписанных соглашений межправительственных и так далее. Наши собственные доходы – это 18 миллионов рублей, которые перешли в текущий финансовый год. Это то, с чем мы вошли в 2020 год. Члены правительства утвердили перечень профессий и квалификаций, представляющие особый государственный интерес для Республики Абхазия. Речь идет об иностранных гражданах, прибывающих в страну для осуществления трудовой деятельности. Согласно закону о правовом положении иностранных граждан Республики Абхазия, предусмотрена возможность выдачи разрешения на временное проживание на срок до 4 лет, но при условии, что иностранный гражданин обладает профессией или квалификацией, представляющей особый государственный интерес для страны. В перечень вошли 22 профессии в сфере образования, здравоохранения, транспорта и техники. При согласовании данного акта поступили предложения о внесении более 100 профессий, необходимых в Республике Абхазия. На данном этапе мы пока остановились на 22 профессиях для того, чтобы рассмотреть, как данная норма будет применяться, потому что иностранный гражданин должен находиться все-таки в трудовых отношениях с органом власти или иной организацией. Решением Кабмина увеличена квота допустимого улова хамсы в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов с 35 тысяч тонн до 75 тысяч тонн. Председатель Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какали рассказал, что уже выловлено 33 700 тонн и более 32 миллионов рублей налоговых платежей должны поступить в бюджет. Исполняющий обязанности президента Валерий Бгамба подчеркнул необходимость проведения рейдов с участием журналистов с целью предоставления населению достоверной информации по поводу улова хамсы у берегов в Абхазии. Почему-то говорим, у нас все хорошо, мы бюджет хорошие деньги получаем, но это мы говорим в своем кругу. Пусть люди поедут, посмотрят.
Пусть повезите их, покажите наши заводы, какой выпуск идет там рыбной муки, жира и так далее, и так далее. Почему мы скрываем цифры? Наоборот, давайте все Цифры мы показывать. не можем скрывать. Ну, я же говорю, вообще сам процесс не надо скрывать, надо полностью показывать. Уверяю вас, никаких проблем у нас не будет. Мы, наоборот, будут у нас нашими помощниками только. На заседании Кабмина были установлены предельные численности работников госкомитетов по сельскому хозяйству, по делам молодежи и спорту, Госуправления по строительству и размер их ассигнований. Министр финансов Джансух Нанба сообщил, что бюджет ведомств, которые не провели оптимизацию численности работников, будет сокращен. Те министерства и ведомства, которые не выполнили указ президента в срок, а именно до 31 декабря 2019 года не представили проекты постановления об утверждении предельной численности, значит, нами будут предлагаться Кабинету министров следующие меры. Это простое сокращение сметы текущего года на 15%. Утвержден перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2020 году за счет средств республиканского бюджета на сумму 200 миллионов рублей. А из резервного фонда правительства будет выделено 5 миллионов рублей на компенсацию имущественного ущерба в результате событий, имевших место с 9 по 11 января текущего года. Средства будут потрачены на реставрацию и замену дверей, оконных проемов в комплексе правительственных зданий, покупку мебели, стройматериалов и компьютеров. Алика Трапш, Алексей Агухава, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.